Только включил камеру, тут и разговоры. Все, финишная прямая. Соловьев проехал. Начинается. Понял, спасибо. Короче, как говорится, фильтр под замену воздушный. Пошла дорога для настоящих пацанов. Так, в итоге, получается, я 7 выехал июля. Сегодня 16 июля. Ну, вот через 3 часа будет 9 суток, короче, ходу. Но мне еще отсюда 1100. Короче, крадемся потихонечку. Пошел такой стиль крадущийся тигр, затаившийся дракон. Короче. Тут у меня ЧП произошло. Я купил в Новосибирске в кафе «Самовар» компот. А они в стакан не наливают, типа берешь бутылку литровую. Ну, я с нее отпил чуть-чуть, и она у меня в мусорке лежала. С мусором, там бумажки всякие. Ну, я так особо что выкидывать, полпакета там. Как бахнуло, я не знаю, как вот... Ну, как вот зажигалка на солнце оставить. Прям такой звонкий взрыв. Тут эти все запчасти тут чуть-чуть подобрызгало все. Ну, он в пакете получается как... Ну, прям разорвало пакет. Все, тут все позатекло. Вот эта прострочка, наверное, пропиталась. Там же по-любому дырочки есть. Ну, экстренное торможение. Короче, вытер. Провел генеральную уборку с мытьем полов тут. Так что компот нормально забродил. Ну, такой легкий аромат есть компотика. Ну, высохнет, я думаю. 8332 проехал, короче. Расход сейчас уже 35,4 от Питера. Все время в одну сторону идет, он растет. Вот это я обнулил. Сейчас вот у Руша там на ННК заправлялся перед поворотом на Якутию. Вот за 130 километров 51,9 расход здесь идет. Вот это у меня питерский расход 35,4. А вот этот расход 71 400 километров. Это я наездил. Ну, вообще все наездил. 33,5 в среднем. Ну, потому что я пустой катаюсь, оно снижается. Потом по чуть-чуть растет. Короче, ну, в принципе, вот в моем стиле езды 33,5. Груженный, не груженный. Короче, едем, кайфуем. Пыль столбом. Так, алло, газовать надо. А тут на автомате тут уже надо, кстати, это прекращать ездить, наверное. Ну или, по крайней мере, чтобы он актуальнее работал, надо газ в пол давить. Потому что он так в полгаза как-то не соображает. Там каменючка лежала такая. Резина-то у меня уже вот на прицепе, получается, 2 оси 190 тысяч-то прошли. Уже там кое-какие порезики есть. Ну как, протектор-то нормальный еще. Ну просто здесь можно и добить ее. Как компот, такой же звук будет. А я сначала вообще не понял, что это. Ну такой звонко так бабах, и мусор такой, все полетело. А у меня аж салфетки там валялись-то. А я думаю, а что, у меня ж ничего такого-то нету. Я прям бутылку хорошо разорвало. Ой. Короче, компот в машине не надо возить. Ну, я его просто не хотел пить, просто он у меня так валялся. До лучших времен. Так, тут вот получается стройка идет в полный рост. Кирпидоны валяются, надо внимательно смотреть, чтобы такие прямо особо острые хоть объезжать. Потому что самосвалы гоняют, с них вот падает, наверное. Ну и плюс так вот процесс самоукатывания идет. А скальник тут злой. Я тем рейсом выковыривал даже такой, ну как, у меня в бок колеса он как-то влез. Ну типа от протектора в бок. Как бы ничего там не нарушил, я так понимаю. Ну нормально такой, как нож зашел. Так что вот так, пылим, в общем. Ну или отстать. А, уже меня кто-то даже обгонять собирается, что ли, на Мане. Офигеть. Ну, это место. Я не знаю, кто это. Это даже не видно, кто это. Ну, короче, Ман может не доехать.
таком стиле. Тут, когда быстро идешь по скальнику, сразу резина просто на глазах улетает. Так она хотя бы там мнется, перекатывается, а когда летишь, она именно ее наждачит. Ну, плюс у нас же резина тут все-таки не подходит под такие дороги, потому что она шоссейная, мягенькая. Камушки прям заходят. Так, ну все, содержательную часть рассказал. Природы не видно из-за пыли. Так, надо что-то делать. Предпринять какой-то маневр. А ну-ка я вот такой маневр предприму. Чик. Взад не въедут никто. Ну, вроде сейчас пыль сядет. Чутка. Тут мне еще параллельно Сергей в WhatsApp сообщает, что там я как раз вовремя проскочил, дожди пошли. Где Мухаршибирь, там прямо сели, сошли на дорогу, прямо глины намыло, там аж машины поулетали. Не знаю, когда это было, но я ехал, там дождик или, ну, в том районе был дождь. В общем, вот такие дела. Так что дожди там дали результат. Ну, это так, вести с фронта, типа. Это сегодня, да, 16 июля, суббота, да. Это вот он, получается, вчера такие сели, посходили, а сегодня там чистят, говорят, усиленно. Так что будьте аккуратны на дорогах. Сейчас вот чуть-чуть уедут. Постоим пока. Не знаю, куда доеду. Сейчас уже темнеет. Тут получается 8:30. Ну, солнце вон уже там через час уже будет темно. А тут до Тынды еще, помимо вот этих, получается, вот этот участок где-то в районе 30 километров, потом асфальт, потом опять километров перед Тындой 30-40, может быть, переменно так, тоже там просто гравийка заброшенная и стройка также идет. В общем, такие дела. Так, ладно, поехал я, потому что сзади машина идет. Вот это клац, что-то при трогании. Ну, я не знаю, вроде не должно отвалиться эти стойки стабилизатора, я так понимаю. Челябинск не попал. Хрусь при трогании. Честно говоря, что-то пищит еще, не поймешь, что, как ее поймать. Оно через раз, главное, пищит, и только под нагрузкой, я не знаю. Ну, вот трогаешься плавно, газ, тишина. Чуть придавил, где-то там в диапазоне 15-20 км в час. Посвистывает. На нейтралке на такой же скорости катишься, даже газуешь. Ну, как на нейтралке, да, в обороты поднимаешь, тоже тишина. Именно вот нагрузка пошла при трогании. На пустой машине нет такого вообще. Не знаю, свист может на турбине, там что-нибудь на патрубках какая-нибудь, хомут расслабился, что-нибудь. Типа воздух подсасывает с таким звуком. Непонятно, в общем. Ладно, в общем, обстановку доложил. Начинаем финишировать. Ну, это еще на пару дней езды. Ну, не пару, но сегодня сколько проеду, и останется там километров 900 тоже за день. Ну, за сутки тяжело. Ну, за сутки, может, и пройти можно до парома хотя бы. Там уже, типа, ехать до упора, там, до ночи. Чтобы на паром очередь занять, там они вроде как по ночам не особо работают. Так, что-то я еду по какой-то этой свежей отсыпке, надо срулить отсюда. Ну, в общем, всем удачи на дороге, в общем. Добрались до Якутии, граница. Колеса пойду гляну заодно.
на Тита взбираемся. Вот. Тут получается на улице сейчас плюс 25. А там он еще снег до сих пор. Ну там такая ложбинка в тени. Ну, на 6-й идет спокойно все. Только единственное, я ленивец поднял на всякий случай, чтобы резину не драло. А то будет, мало ли, там пробуксовывать что-нибудь. Дорожка так себе, конечно, трясет, оно ярко освещается дорога. Ну, вот этого рельефа как-то не видно. Ям. Ну, светло когда. Из-под фар как-то лучше. Короче, пройдемся уже так. 25 км в час. Ой. Вон, видите, снег пятнами еще. Да, и знак стоит, кстати, всего 10% подъем, типа написано. Не знаю, по-моему, раньше было 14. Знака не хватило, что ли. А тут как-то для 10% тут слишком проблем много зимой. Вот оно, видите, так, котлованы, получается, видно, ну, долго в тени находится и никак не растает ничего. В общем, 17 число, также продолжаем свой путь, 10-й день. Ну, сейчас 8:20 по Москве. А я в 17:30 выезжал с Питера по московскому времени. То есть вот 17:30 будет 10 суток. У меня еще как бы 9 часов есть, но я до Якутска не доеду, наверное, за 9 часов. Потому что тут такие участки еще будут, где 20 едешь. Ну вот, 38 минут, это я с Хатыми выехал. А проехал 20 километров, наверное. Ну сколько тут? 470, 500. Ну, может, 30. А тут по встречке все зимой ездю. Не знаю, летом, наверное, можно не по встречке. Сейчас еще на 6-й гаре там. Тут получается, когда идешь не по встречке, тут покруче подъем. А там раз и уже отсюда вроде как по прямой едешь. Пыль столбом, в общем. О, в повороте колеса можно посмотреть, что все нормально. Ой. Ну и все, и там через грязное окно якутские просторы. Тут заборы от переметов стоят. Ну, тут все время метет, в принципе. Тут из-за этого и проблемы, что даже посыпали. Вроде как все посыпано, оно тут же заметает эту посыпку. В общем, такое место. Зимой все тут переживают проехать как. Да, 1360 метров над уровнем моря. Ну, наверное, вот эта высота. Тут чуть пониже. Ну или сам перевал, это дают такую информацию. Сейчас будет стоянка, где медведь приходил. Ну, снимали там парни. Как раз мы стояли, когда в Артеме тем рейсом. Тут Валентин, он как раз видео показывал. Прямо в мусорке сидел. Вылез из мусорки, такой молодой медведь, видно, года 2. Вот сейчас вниз спустимся, асфальт начнется, я так понял. Первая стоянка. Надо вот сейчас остановиться, поискать, пойти его. Так.
Теперь тут спуститься бы. Тут, наверное, можно и ленивец уже опускать. А он что-то, по идее, сам должен через время. Да, на спуск даже сложнее идти, когда это... Ну, такое трясет все. Получается, горняк начинает подпрыгивать, проскакивать что-то. А спуск такой вот на 6-й передаче. Ему как-то... Получается, много он прямо пытается остановить. Надо постоянно играть. 2, ну там 2-е, 3-е. Чуть оборотики набирает. На 3-м. На 3-м замедленно. На 2-м, короче, не держит. Ой-ой-ой. А на 3-м останавливает. А тут, наверное, уже и не удержит. Я тормозом придержу все это дело. Ну что он так... Ну, может, резину, ну, как бы порвать с конца. Да, тут что-то асфальт именно раз перед Титом и закончился. Что-то они тут и не собираются его делать. Ну, скорее всего, надо будет как-то обходить его будут, может быть. Потому что тут выемку делать, это очень много работы получится. Куда-то в сторону обходить, по идее. Тут же где-то железка идет, как-то ж она Тита обходит без подъемов. Может, рядом с ней побудет делать. В общем, спустились с Тита, короче, такая обстановка. Трясемся, пылим. Все отлично. Давайте, всем удачи. Вот ленивец очухался. Только сейчас время прошло. Он чуть-чуть опустился. Ладно, всем привет. Да, вот это большой Немныр. Ремонт дороги такой жесткий. Что-то одни кирпичи прямо. Надо, наверное, поднять вот это все. Ленивцы этого. А то что-то даже вот там объезд был на выходе, аж буксануло. Ну, такая вот же не укатанная, получается, как просто насыпанная, видите, кучами скальник. Короче, процесс ремонта идет. Укатываем. Помогаем, короче, дорожникам. Понятно, конечно. Такой слой, видите, вот от дороги насыпан. Получается, вот что-то катков я тут не увидел, чтобы катали. По идее, должны были катками. Вот сейчас бы каток прошел, ну, вибра нормальный по массе, если был бы, оно отлично вот это бы устаканилось все. Так они насыпали просто, оно как рыхленькое. Ну, потихоньку, по большому счету, ничего не должно быть. Это хуже, когда вот такая твердая основа и камни отдельные лежат, тогда им деться некуда этому камню. Он там острый лежит, может в колесо залезть. А так они между собой, там колеса мнут их. Главное, что не на скорости, по идее. Ну, может, какие-то порезы там будут. А может, хана колесам, не знаю. Они-то тоже не вечные уже. 195 пробег на машине. У меня уже, в принципе, вся машина переобутая. Только на ленивце колеса родные и 4 колеса на прицепе.
А то все как-то все попеременял уже. Так, ну тут еще километров, не знаю, такого, может, 20-30. И дальше асфальт уже аж, ну, далековато. Потом еще будет участков 6 или 7, наверное, вот таких вот. Ну, тоже в районе 20 километров, может, каждый. Чуть меньше, чуть больше. Ну, наверное, скоро асфальт будет, раз они уже на основу вот это насыпали. Короче, посмотрим. Оводы. Сколько? 21 км в час летит рядом с машиной. Пытается. Вот бьется боком, прямо пытается в кабину забраться. Погрызть кого-нибудь надо ему срочно. Так, не видишь, вторая. В принципе, нормально. В общем, еду дальше. Это так, я чисто показать вам, что за дороги здесь бывают. Кто поедет, чтобы был готов морально. Ладно, следующий уже, наверное, паром будет. Не знаю, будет видно, нет? Гуляют тут. Уже перед, 3 часа ночи по местному, тут светло. Ну, боятся, я думал, подойдут. Вот у якутские лошадки. Повышенной пушистости. Просто по лесу тут где-то ходят. Не знаю, что получится вообще. Уже куча комаров прилетела сразу. Они так и зимой так вот гуляют тоже. Ого, комарья тут капец, конечно. Ладно, в общем, вот такие лошадки. Боятся, не подходят. В автоматическом режиме пасутся. Ладно, едем дальше. Тут 70 километров до переправы осталось. Так, ну что, переправа. Это впереди у нас река Лена могучая. В общем, что могу сказать? Сейчас увидим за поворотом, есть ли очередь. Местного время без 2 минут 3. Ну, я вот тут раньше стоял. Где-то очередь начиналась. А теперь вообще никого нету. С 6 вроде они там, с 7, может, ходят паромы. Короче, 7 июля выехал. Сегодня 17 июля. 17 местная 3. Ну, по Москве 9 вечера. Еще прошлый день. То есть у меня получилось время в пути 243,5 часа. Вот с Софийской базы выехал, вот до парома приехал. Да, там, ну, паром, кстати, идет. Ходит, да. Тут бревно ходит. Какое-то, видно. Ну да, вода высокая. Ну, дожди что проходили. Но, правда, я так понимаю, где вот затопляло, это севернее. Река Яна, она там, по-моему, с этих верхоянских там хребтов оттуда начинается там. Ну и тут тоже воды не слабо. Кстати, как даже больше, по-моему, стало. Ну, в общем, такие дела. В общем, 9458 пробег, расход 36,9,
Время в пути, я сказал, 243,5 часа. Это всего потрачено со спаньем, со всеми делами. Все, всем удачи. Дальше будем снимать торжественный отход от пристани. Ну вот уже, кстати, машины стоят, паромы тоже стоят. Вот они, раз, два, три, четыре, ничего себе. Ну, получается, я сразу на первом пароме и чухну, потому что тут вообще никого нету. Ну, просто никого. О, ну ладно, сейчас поближе уже подъеду. Фу, забодался, конечно, последний участок. Тут такой по Сеулу начинаются эти ремонты, там потом Аравийка, там вообще километров 90 вот это все. Потом выезжаешь такой с облегчением на асфальт, и асфальт тоже кривой, такой трясогусочный. Так, а что это такое? Я, наверное, за КамАЗом, потому что не понял маневров. Потому что там вдоль забора я куда-то не туда. Вот здесь грузовики проезжают. Наверное. Может, что-то поменялось, но непонятка какая-то. А, ну да, это, наверное, все-таки развели потоки встречные. Ну там забор так узко, я не знаю, там грузовики, по-моему, не ездят. Паром 4 я на таком. Не, наверное, не ходил на этом. Я был на семерке, по-моему, и на... Как его там? А, вон там все грузовики тоже тусят. Ну, короче, ладно, сейчас парканусь, не знаю где. Вот сюда зарулю, сейчас прижмусь и буду разбираться, куда тут чего, кого. Если что, назад сдам потом. Вроде никому не мешаю, вроде так вот. Тут-то поприкольней заезжать по ровному. Видно, прям бревно быстро плывет. Вода. Быстрое течение, в общем, вода поднялась. Ладно, всем удачи. Дальше будем уже от отплытия снимать.